الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, дорогие сестры, пусть Аллах Та'аля примет наш маджлис. Пусть этот маджлис будет причиной для того, чтобы Аллах Та'аля простил нам наши грехи, чтобы Аллах Та'аля объединил нас, Аллах Та'аля, чтобы объединил всю умму пророка, алейхи салату вассалям, на истине. Иншаллах, я расскажу о достоинствах месяца Рамадан, так как он уже наступает. Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит: «Ауду биллахи мина шайтанир раджим, шахру Рамадан, аллади унзила фихи Кур'ану худан линнаси ва баййинати минал худа валь фуркан». Месяц Рамадан тот, в котором Аллаху Та'аля не спасал Коран. Коран, который является явным руководством для богобоязненных людей, который является путем, который нам показывает истину от лжи, который разделяет ложь от истины, который нас ведет по правильному пути. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда наступает месяц Рамадан, открываются врата рая. В другом же хадисе пророк, алейхи салату вассалям, говорит: когда наступает месяц Рамадан, открываются врата рая, закрываются врата ада и оковывают шайтанов. То есть в этом месте мумин, который стремится к довольству Аллаха, который усердствует в поклонении Аллаху, он чувствует легкость, конечно, так как шайтаны ему не будут мешать. Но тот человек, который привык в остальные времена грешить Аллаху, который ленится в ибадате, конечно, он эту легкость не будет чувствовать, потому что он поддается своему нафсу. А тот человек, который борется своим нафсом, он легкость в этом месте почувствует. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман кама Рамадан имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин дамби». Кто проведет месяц Рамадан верой и надеждой на милость Аллаха, на воздаяние Всевышнего Аллаха, то Аллаху Та'аля простит его предыдущие грехи. Имеется в виду малые грехи. Кто проведет месяц Рамадан так, как Аллаху Та'аля нас требует. Имеется в виду, если мы будем днями поститься, вечерами, если будем посещать таравих намазы, если будем остерегаться от запретного, если будем стараться совершать благие поступки. Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи мина шайтанир раджим, я айюхалладина аману кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алалладина мин габликум лааллакум таттакун». Аллах говорит: о те, которые уверовали, Аллаху Та'аля предписал вам пост, так же, как он был предписан предыдущим умматам. Если вы так поступите, вы будете из богобоязненных. То есть месяц Рамадан полностью, весь месяц Рамадан поститься является обязанностью для мусульман. И становится обязательным, когда и намаз, и хадж, и другие обязанности после достижения 14 лет становится и ураза обязательным. Но его учить нужно, конечно, раньше. Как пророк, алейхи салату вассалям, повелевает: вы учите своих детей совершению намаза с 7 лет. Также и намаз, также и ураза, также и хадж, и закат мы должны учить 7 лет, объяснять своим детям. Хоть они 7 лет ураза держать и не смогут, но один час в день подержат, другой день 2 часа подержат. И вот так они будут привыкать к этому. Будут понимать, что месяц Рамадан обязательно поститься мусульманам. Что с утра до вечера мусульмане не едят в этот день. Если же мы не будем объяснять 7 лет, и когда им становится обязательно 14-15 лет, когда им бывает, если мы им скажем, нужно держать ураза, человек не готов, трудно бывает ему. 7 лет обучать нужно, объяснять, что ураза нам нужно держать. Месяц Рамадан очень великий месяц, благодатный месяц. Как пророк, алейхи салату вассалям, в хадисе говорит: вам наступил месяц Рамадан, великий благодатный месяц. Месяц, в котором Аллаху Та'аля покрывает вас своей милостью. Месяц, в котором Аллаху Та'аля прощает вам ваши грехи, отвечает на ваши мольбы. И Аллаху Та'аля смотрит на ваше соперничество в благих поступках. И вы же увеличиваете благие поступки в этом месяце, так как несчастный человек тот, кто лишен милости Аллаха. Кто в этом месте, когда Аллаху Та'аля проявляет нам такую большую милость, если он не удостоится ее, то он будет из несчастных людей. Как в хадисе передается, когда пророк, алейхи салату вассалям, поднимался на минбар,
3 раза сказал амин, амин, амин. И когда пророк, алейхиссалату вассалам, спустился, сподвижники спросили: о посланник Аллаха, расскажи о смысле того, что ты сказал амин 3 раза. И один из этого пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: ко мне приходил ангел Джибриль, алейхиссалам, и он сказал: кто встретит месяц Рамадан и проведет его, но не проведет так, чтобы Аллаху Тааля был им доволен, если он в таком состоянии умрет, то он попадет в ад. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал амин. Действительно будет из несчастных людей тот, кто в этом месте не удостоится милости Аллаха. А удостоимся мы милости Аллаха когда мы будем днями поститься. Вечерами, если будем постоянствовать на таравих намазах. А у нас вначале, конечно, мы собираемся на таравих намазы. Но когда уже несколько дней проходит, человек все равно поддается своему нафсу, там тяжело идти, устаю, и мало людей бывает в наших рядах в мечетях. Но когда Аллаху Тааля такой месяц нам дал, чтобы мы воспользовались ими, если же мы 30 дней не можем сабру сделать на эти трудности, ну на что человек же будет надеяться тогда? Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: этот месяц, месяц сабру, месяц терпения. Особенно в летнее время, когда это Рамадан приходится на летнее время, когда день длинный. Жарко бывает человеку, но если несмотря на это, он будет все равно поститься. Вечерами, хоть ночь короткая, все равно будет постоянствовать на таравих намазах, то есть будет проявлять сабру. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: и воздаяние за терпение будет рай. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: Аллаху Тааля дал моей общине в этом месте 5 достоинств, которые другим предыдущим умматам не дал. И первое из достоинств месяца Рамадана, которым Аллаху Тааля нас наделил, когда наступает первая ночь месяца Рамадан, уже скоро, через несколько ночей наступает первая ночь месяца Рамадан, Аллаху Тааля смотрит на своих рабов, проявляя милость. И на кого Аллаху Тааля посмотрит своей милостью, то такого человека никогда не накажет, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит. И на кого же Аллаху Тааля будет смотреть своей милостью? Конечно, тем людям, кто ожидает наступления этого месяца Рамадан, кто радуется приходу месяца Рамадан, у кого намерение провести весь месяц Рамадан так, как Аллаху Тааля нас требует. Таким людям Аллаху Тааля посмотрит своей милостью. А тем людям, которым безразлично наступает июль или же Рамадан, но им надеяться нечем. Второе достоинство. Ангел просит прощения для уммата пророка, алейхиссалату вассалам. Днем и ночью, весь месяц Рамадан, ангел просит, чтобы Аллаху Тааля простил грехи уммата пророка, алейхиссалату вассалам. Третье достоинство. Аллаху Тааля повелевает раю и говорит: ты приведи себя на наилучший вид, чтобы те, кто покинет это мирской свет и перейдет в ахират весь Рамадан, чтобы рай был готов встретить его в наилучшем облике. Четвертое достоинство. Запах, который исходит от рта постящих людей, изо рта постящих людей, он приятнее Аллаху, чем запах миска. И пятое достоинство, когда наступает последняя ночь месяца Рамадан, Аллаху Тааля прощает всем грехи. Как пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: когда кто-либо выполняет какую-то работу, то в конце его ждет награда. И также тех людей, которые проведет месяц Рамадан, как положено, в конце их ждет награда. Награда какая? Прощение грехов, милость Аллаха. Из-за этого же, хоть мы действительно не понимаем всю ценность этого месяца Рамадан, как пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: если бы люди знали, что кроется в месяце Рамадан, то они бы пожелали, чтобы этот месяц Рамадан длился всю жизнь, весь год. Ну, конечно, мы это не видим. Но Аллаху Тааля обещал нам, пророк, алейхиссалату вассалам, обещает нам, кто проведет месяц Рамадан, если будет днями поститься, вечерами посещать таравих намазы, совершать благие поступки и остерегаться от грехов, такого человека ждет рай. Нам этого достаточно, и нужно усердствовать в этом. Нельзя проявлять лень. Также о достоинстве совершения благих поступков. Во времена пророка, алейхиссалату вассалам, заболел один из подвижников. И пророк, алейхиссалату вассалам, интересуется у своих сподвижников об этом сподвижнике. Асхабы отвечают: этот сподвижник покинул этот мир. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: а разве он
ничего не сказал во время смерти. Сподвижники говорят, да, он сказал, какие-то слова говорил, но мы не поняли. И какие же слова он говорил, пророк, алейхиссалату вассалам, спрашивает. Сподвижники отвечают, он сказал, лайтаха кана каthира, лайтаха кана джадида, ва лайтаху кана камиля. То есть смысл слов, было бы это много, было бы это новое и было бы это целое, имеется в виду. То есть смысл непонятен и для сподвижников, и для нас непонятен он. И пророк, алейхиссалату вассалам, толкуя слова, говорит, однажды, когда этот сподвижник отправлялся на джум'а намаз, спеша, он увидел по дороге слепого человека. Он остановился и видит, возле него нет людей, чтобы повести его в мечеть. Он взял его за руку и повел в мечеть. И при смерти Аллаху Та'аля показал ему воздаяние за то, что вот он провел слепого человека к мечети. И он говорил, были бы много шагов этих, которые он довел этого человека в мечеть, было бы их много, сказал при смерти. Второе, говорит, когда он направлялся на утренний намаз, на джамаат, он по дороге встретил бедного человека, у которого не было нормальной одежды, чтобы одеться. Он видит, что он уже замерзает. И на нем было две одежды, одна старая, одна новая. Он старую снял и дал этому человеку. Но при смерти Аллаху Та'аля показал ему, какое воздаяние за это он получил. И он говорит, отдал бы я новую, говорит. Воздаяние еще больше получил бы. И также, когда третий случай, когда он вернулся домой, спрашивает у своей жены, что же есть покушать. И жена вытаскивает одну лепешку, ячменную лепешку. И он сел, чтобы покушать, и видит, к ним заходит бедный человек и просит поесть, голодный человек. И он половину отломил и дает бедному человеку. И Аллаху Та'аля при смерти показал ему воздаяние за этот поступок. И он сказал, отдал бы я всю. И себе ничего не оставил, отдал бы, воздаяние сегодня больше получил бы, говорит. То есть, чтобы мы не совершили бы хоть малую вещь, как Аллаху Та'аля в Коране говорит, хоть если мы в размере пылинки хорошее совершим, то это мы в ахирате найдем. Если же и плохое совершим, то наказание за это тоже получим. И как в месяц Рамадан, воздаяние за хорошие поступки увеличивается. И также за грехи наказание тоже увеличивается в этом месяце. И за это нужно остерегаться от грехов и стараться совершать побольше хорошие поступки. Давать садака, угощать постящих людей и все остальное. Когда в этом месяце Аллаху Та'аля проявляет большую милость нам, очень великую милость. И нужно постараться удостоиться этой милости. На этом я завершу. Пусть Аллаху Та'аля примет наш маджлис. Пусть Аллаху Та'аля сделает этот маджлис полезным для нас. Вальхамду лиллахи раббил аламин.